Всем доброго дня суток! С вами Эльвира из Америки. Эльвира Америка. Я продолжаю знакомство с людьми нашей марийской национальности, которые проживают здесь, в Америке. Умбака же паламамаштем тенда марикалагдене, куда тыште Америка штилат. Героя моего сегодняшнего видео зовут Дима. Впрочем... Салам лиже пагаламилташ флаг. Это Дима из Калифорнии. Расскажу свою историю. В общем, мои родители из Мариэл. Мама из Советского района, папа из Медведевского района. Поскольку мой папа был военный, я родился в Ленинградской области сам. Потом мы жили в Москве, на Дальнем Востоке. Ну и с 94 года примерно жили в Мариэл. В Ишкарале я окончил радиомеханический техникум, Марийский государственный университет. Обзавелся семьей, детьми. Работал на нескольких предприятиях. Потом занимался мелким бизнесом. Ну и в 2018 году вместе с семьей, с двумя детьми, супругой, мы переехали в Америку. Как бы и по сей день здесь проживаем. Расскажите, пожалуйста, про свой переезд в Америку. Да, чуть больше 3 лет назад, в октябре 2018 мы с семьей приземлились здесь, в Лос-Анджелесе. Из зимы попали в лето. Помню, была очень жаркая погода, пальмы. Было очень тревожно, потому что переживали, как нас пропустят на границе. До последнего момента переживали, что, может быть, нас развернут обратно как-нибудь. Вообще, поездка в Америку дается, в принципе, тяжело, потому что трудно получить визу. Мы получали ее в Польшу, ездили, чтобы получить, потому что в то время в Москве была очередь примерно 1 год для получения визы. Ну, приземлились, удачно вышли, и было очень приятное чувство, долгожданное. Оказались в Америке. Ну, в общем, пребывал в состоянии восторга долго. Наверное, до сих пор еще остаюсь. Вот. Где? В каком городе вы живете? Обосновались мы в небольшом городе в пригороде Лос-Анджелеса, называется Глендейл. Но, в принципе, нам выбирать не пришлось, потому что иммигрантам довольно-таки тяжело снять квартиру. И, в принципе, где получилось, там и сняли. Но выбирали хороший район с хорошими школами, чтобы дети пошли. Ну, район оказался неплохой. Здесь много русскоговорящих. Вообще город армянский. 40% населения армяне, которые переселялись в Америку, начиная 100 лет назад, со времен геноцида. Очень большое количество людей говорят на русском языке, что иногда помогает, хотя с языком проблем нету. Довольно-таки тихий, спокойный район, около горы, недалеко совершенно до Лос-Анджелеса, 15 минут до центра, 15 минут до Голливуда. То есть все находится как бы недалеко, очень хорошо жить, много вокруг всяких достопримечательностей, парков, горы здесь, то есть можно гулять, наслаждаться природой, работать, отдыхать. Чем вас впечатлила Америка? Америка впечатлила доброжелательностью людей. То есть мы, как иммигранты, ни в чем не чувствуем себя чем-то ущемленным. Никому не интересно как бы наше прошлое, откуда мы, к нам везде относятся одинаково, как и всем. После получения разрешения на работу мы вообще не чувствуем никаких как бы ограничений.
Платим налоги, учим детей в школе, никто не спрашивает у детей, откуда они, граждане, не граждане, берут в школу. То есть у нас есть право на работу, мы работаем, то есть никаких ограничений в этом смысле у нас нету. Потом еще понравилось, ну, конечно же, сам город впечатляет, как бы мы все-таки привыкли жить в маленьком городе. Впечатляет здесь очень много мест, исторических, культурных мест. Тот же Голливуд, эти студии Disney, Warner Brothers, не знаю, Universal, они все здесь рядом. Я как любитель кино, мне это очень нравится. То есть я чувствую, что как бы здесь вот дух такого творчества находится, концентрация. Очень часто приходится видеть на улицах съемки кино, исторических в том числе, и гангстеров видно было, и машины старинные 30-х годов. Такие картины можно было наблюдать. В общем, ну, много-много чего впечатлило. Ну, как бы я был готов ко всему, но некоторые вещи, да, конечно, впечатлили. Об этом можно говорить долго. Наверное, не хватит и 2 часов, чтобы рассказать все, что мне здесь нравится. Как происходила адаптация к новой жизни в новой для вас стране? Адаптация происходила, в принципе, неплохо, я бы сказал. Сам я владел языком, мне было не сложно. Дети влились, как будто у них вообще не было никаких проблем. То есть детям гораздо проще вливаться в новое общество. Главное, чтобы было весело. Быстро освоили язык. Сейчас у нас, наоборот, другая проблема есть, как бы научить детей русскому языку, чтобы не забыли. Поэтому мы занимаемся с преподавателем русского языка. Я не хочу, чтобы дети разучились говорить, чтобы умели писать, читать на русском языке. Тяжелее всего было супруге, потому что она приехала практически с нулевым знанием английского языка. Может быть, до отъезда немного занималась, брала уроки, а так учила в школе немецкий. Но вот по прошествии 3 лет, как бы вот сейчас пробуем учиться на курсах, чтобы получить профессию. Тяжеловато, но вроде как бы получается. То есть все, в принципе, адаптировались. За 3 года, в принципе, все уже нормально. Никаких, в принципе, бытовых проблем нету. Можно сказать, что адаптировались. Ну, конечно, нет предела совершенству. Будем еще постигать культуру и менталитет американского общества. А что вам нравится в Америке? Ну, мне очень нравится, помимо, конечно, обалденной здесь в Калифорнии погоды, это лето круглый год. Вот сейчас у нас январь месяц, 2-я половина, на улице тепло, 23 градуса. Это, конечно, для нас что-то невероятное. Мы настолько привыкли мерзнуть, что только одна погода заставляет кайфовать здесь. Как я сказал, очень много чего нравится. Нравится то, что ты чувствуешь себя в безопасности, потому что полиция, допустим, приезжает быстро, если вдруг есть какие-то проблемы. Ты знаешь, что закон на твоей стороне, что независимая судебная система. Всегда ты можешь отстоять свои права. Нету никакого кумовства. Ну, может, где-то есть наверху там. Нравится, что будучи приезжим человеком, для меня нет никаких преград. Мне не нужно иметь, не знаю, какие-то связи, чтобы где-то пробиться как-то. Достаточно только своих знаний, умений, желания и упорства, чтобы добиться своего.
Вот это очень нравится. Нравится, что никто не учит жизни. Нравится, что никто не говорит, в какого Бога верить или не верить, какую музыку слушать. В общем, как жить, никто не учит. Каждый здесь счастлив по-своему, и у каждого есть право добиваться своего счастья. И никто, в принципе, не мешает. Вот это больше всего нравится. Конечно, прежде всего личная безопасность, безопасность своей семьи, безопасность детей, комфорт жилья, перспективы, ну много чего. Я говорю, это просто можно целый список, наверное, из 30 пунктов, то, что очень нравится. В принципе, все нравится. У каждого человека свое понимание счастья. А что для вас счастье? Лично для меня счастье – это, конечно же, моя семья, знание, что все вместе, что никто не болеет, что мы живем в хорошем месте, что мы защищены, что у нас есть все необходимое для жизни, медицинское обслуживание, мы можем получить образование, что мы можем заниматься всем, чем захотим, ну и, конечно же, заниматься любимым делом. Может быть, поначалу не всегда получается, но я точно знаю, что рано или поздно все найдут свое любимое дело и будет счастливо им заниматься. Семья на первом месте. Пообщавшись с вами, я поняла, что вы очень любите своих родителей. Расскажите мне о них. Да, конечно, один из основных минусов, конечно, это то, что мы не можем видеться с родителями. Но, слава богу, сейчас есть средства коммуникации, можно неограниченно общаться по телефону. Но все равно это, конечно, не заменит. Мы надеемся, что с родителями мы сможем в будущем чаще видеться. Потому что мы сейчас не можем выезжать за пределы страны, и у них нет визы пока еще, они не могут приезжать. Нам очень, конечно, не хватает бабушки с дедушкой, которые могли бы помогать воспитывать детей, чтобы мы могли больше работать, больше посвятить внимание карьере. Ну и вообще, как бы, бабушка с дедушкой всегда хорошо. И еще, наверное, находясь здесь, ты понимаешь, что помочь родителям в России можно гораздо эффективнее отсюда, чем будучи там, в России. Все-таки уровень доходов у нас разный. То есть и в будущем, когда, я думаю, что заработки вырастут когда-нибудь, побольше будет. То есть я смогу больше помогать родителям. Постараюсь обеспечить им достойную старость, чтобы они ни в чем не нуждались. Сами понимаете, пенсии не очень большие в России, поэтому в этом смысле, конечно, да. Я надеюсь, что получится помочь. И надеюсь, что мы увидимся скоро. То есть я делаю все для того, чтобы как-то так получилось, чтобы они к нам приехали. Но это процесс тоже длительный, трудоемкий. Но мы над этим работаем. Вы говорите на своем родном марийском языке? Марлажа кутридамо? Марийским языком я, к сожалению, не владею. Но так получилось, что как бы я рос за пределами республики до 12 лет, до 13. То есть и родители как-то дома не говорили. Они, конечно же, говорят, понимают.
ну, как-то так повелось, что я говорю, не получилось. А сейчас, конечно, об этом жалею, потому что иногда здесь можно было бы ходить, и мало шансов, что тебя кто-то поймет. А когда говоришь по-русски, то есть тут можно нарваться и что-нибудь лишнего сболтнуть. Вот. Даже мысль такая была, что можно немножко поучиться марийскому языку. Я думаю, конечно, возможно найти преподавателя и учиться. Может быть, когда будет свободное время, мы этим обязательно займемся. Ишанем, кумылда улыган, Мари елмам кеч куштат тунемын кертыда. А как у вас было с английским до приезда в Америку? Да, как я говорил, я приехал со знанием языка. То есть я учил его в школе, потом учил в колледже, в техникуме, потом учил в университете. Я очень любил всегда английский язык, у меня всегда он получался. Не скажу, что он был идеальный, но для того, чтобы пообщаться, как-то решить какие-то бытовые вопросы, его достаточно было, ну, достаточно. Вот. Дети тоже, старшую дочь я готовил с самого детства к знанию английского языка. Она тоже приехала с какой-то базой и довольно быстро влилась. И уже буквально через неделю начала говорить в школе. То есть проблем не было. Маленькая дочка еще тоже, она в садик пошла еще, то есть там ничего не заставляли. Ну, в общем, она училась как бы в среде. Английский язык, конечно же, не идеальный, но, в принципе, достаточно было, чтобы я здесь закончил несколько курсов и нашел работу. То есть сейчас я работаю инженером, тестировщиком программного обеспечения. Языка, в принципе, хватает для того, чтобы общаться. Конечно, хотелось бы, чтобы он был лучше. Он, конечно, прогрессирует, да, но нужно заниматься еще. То есть до свободного владения еще есть небольшое отставание. То есть работать еще надо. Как вы проводите свое свободное время? Ну, первые годы иммиграции, они довольно-таки плотные. Приходится очень много работать. Свободного времени очень мало. И, можно сказать, в свободное время мы отдыхаем. Но с течением времени, конечно, свободное время появляется. И мы стараемся куда-то путешествовать. Конечно, посетить парки развлечений. Допустим, мы были в Дисней, мы были в студии Universal. Мы ездили в горы отдыхать. Мы ездили в Лас-Вегас посмотреть. Но опять же говорю, что мы сейчас стараемся все свободное время инвестировать в собственное развитие. То есть я занимаюсь спортом, стараюсь учиться, если есть время, то есть развиваться в своей профессии. Стараемся вернуть тот статус, который у нас был в России. Все-таки все равно нет ни знакомых, ни друзей. То есть максимально стараемся влиться в американскую жизнь. И пока не до развлечений, так скажем. А какую еду вы кушаете? Нашу или американскую? Ну, конечно же, пищевые наши предпочтения, они остаются такими же. Очень трудно их поменять. Конечно, мы пробуем местную кухню, мексиканскую кухню, допустим, здесь очень ее много. Но все равно дома готовим те же привычные нам борщи, селедку под шубой, оливье. Очень много продуктов у нас. В принципе, можно купить все, что угодно. Все русские продукты. Гречку, я не знаю, там майонез наш. То есть здесь очень много русских магазинов. То есть недостатка в продуктах мы не испытываем. То есть можно есть, в принципе, все то же, что и в России. С этим проблем нету. В
завершение хочу сказать спасибо, что позвали на интервью. Мне всегда очень приятно встречать наших соотечественников. Кстати, здесь в округе нашлись парочка, то есть люди из Ишкаралы, то есть мир тесен. Если у кого-то возникли вопросы к Диме, обращайтесь. Если будут у ваших подписчиков какие-то вопросы ко мне, всегда можно подписаться ко мне на Инстаграм или тоже подписаться на мой канал на Ютубе. В общем, подписывайтесь на канал Эльвиры. Спасибо большое, Дима. Да, подписывайтесь на мой канал. Чеверн. И до свидания. До скорых встреч. От всего сердца благодарю Диму за его интервью, за предоставленные видеоматериалы. Желаю, чтобы все ваши желания, Дима, осуществились. Еще раз спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, распространяйте видео. Берегите себя и своих. С вами была Эльвира из Америки. Кугутау Дима Пума интервьюланда тек тындан чылашонымашта шукталтын толеш. Тау чалалан ончымыланда кодызе шонымашдам. Шарыза мыйын видеом кӧша возалтын огыл возалтса мыйын каналышке. Лиза тажада пелан. Тендан тыны лийын Эльвира Америка гыч.